Музей «Дух воина» приглашает вас в свои стены. Он находится в Казанском Кремле. Именно здесь сосредоточена мудрость татарского народа, мудрость его правителей, казанских ханов и их предков, властителей Золотой Орды. И мы с вами сейчас поговорим об этом уникальном опыте, опыте власти, опыте из истории татарского народа. И хотелось бы напомнить вам о великом правителе Ахмате, хан Ахмат, 1481 год. Хан Ахмат собирает огромное войско и направляет его на берега реки Угры. За ним есть союзник, король литовский. Но тут происходит маленькая неожиданность. Ахмату достает сил, чтобы собрать войско, но дальше нужна еще стальная решимость, чтобы перейти реку Угру. И вот тут снова урок политику. Если вы ставите цель, если вы подтягиваете ресурс, не останавливайтесь ни за что и никогда. Старайтесь дойти до конца. Ахмат остановился. Летописи пишут, что его остановили русские пушки и пищали. Но самое главное, он сомневался. В этом проблема. Результат был четкий и закономерный. Как только лидер заколебался, огромное войско начинает распадаться. Как пришли ордами, так и уходят. И далее еще один четкий и очень жестокий урок. События всегда опережают наши представления. Ахмат не ожидал. Он думал, что он просто отступает. А оказывается, он отступался уже от своей великой власти. И даже от своей жизни. Кусками отпадали боевые отряды. И он остался всего-то через несколько недель с небольшим отрядом купцов и телохранителей. И что же? В 4 утра коршуном нападает на него хан Ивак. Из далекой Сибири прискакал он и лично отрубает Ахмату голову. Вот так. Человек заколебался, он думал, что эту ошибку можно исправить, а ему просто не дали времени. Кто ты? Ты большой лидер, им был Ахмат. Но что ты сделал? Ты вдруг заколебался. И, как видим, стремительная развязка. Он лишается не только победы, он лишается головы. Политики, лидеры, чем больше ваша власть, тем больше ваши ресурсы, тем четче вы должны помнить уроки Ахмата. Идешь, старайся идти до конца. Заколебался, слишком высока цена. Урок Ахмата памятен.